Марем Галаевой 84. Годы депортации она вспоминает с болью. Тогда в далеком 44-м ее семью из 10 человек отправили в неизвестность. 19 дней и столько же ночей ехал их поезд. Сначала они попали в Кустанайскую область, а уже оттуда их отправили в село Владимировку. Это суровый северный Казахстан. Было много жертв, болезней и тягот, но этим обстоятельствам не удалось сломить общего настроя. Сплоченность и мужество объединяли ингушей в те непростые годы, рассказывает бабушка Марем. Несмотря на то, что времена были тяжелые, ингуши жили очень дружно. Стоило элементарно корове оттелиться, тогда все село собиралось во дворе этого человека. Радостная весть мгновенно разлеталась по всей округе. Когда пекли лепешки, все ингуши, как одна большая семья, собиралась за общим столом. 13 долгих лет в изгнании не сломили сильный дух ингушского народа, говорит бабушка Марем. Они не потеряли своего достоинства, сохранили в тяжелое время надежду на будущее. Изнурительной работы в те годы никто не боялся, все были чем-то задействованы. Сеяли и удобряли землю ингуши хорошо, благодаря чему смогли прокормить свои семьи. С наступлением весны всем раздавали небольшие куски земли. Там некоторые сажали картошку, чтобы было чем прокормить семью, а некоторые вовсе отводили свою землю под изготовление самана. Мужчины ходили на сенокос, так как очень многие казахи разводили мелкорогатый скот. А вечером они собирались вместе и обсуждали, скоро ли вернуться на родную землю. Ингуши до последнего не теряли надежду и верили в светлое будущее. Своего будущего мужа Марем тоже встретила в депортации. Недолго думая, молодые люди сыграли свадьбу. Говоря о свадьбе, бабушка делится, что такой роскоши, как сегодня в те годы, конечно же, не было. Но, как говорится, невесту собирали всем селом и помогали жениху. В то время как таковых пышных свадеб не было, единственное, жарили лепешки, гости могли с ними попить чай и разойтись. Денег не было, поэтому приходилось спасаться то испеченным хлебом, то лепешкой. Это наша история, наше испытание, которое было пройдено достойно, но ценой многих жизней. Сегодня многие по рассказам старших знают, через что прошел ингушский народ. Наши предки не доказывали, а показывали своим примером, что они полны мужества и отваги. Они были очень дружны между собой, несмотря на тяготы и невзгоды. Их было очень много, начиная с раннего утра февральского дня на родине, заканчивая там, на чужбине. По дороге многие просто не успевали хоронить умерших. Они выжили благодаря сплоченности. Приехав на родину в 60-х, семья Марем Галаевой начала жизнь буквально с чистого листа. Но все эти сложности казались им такой мелочью. Правда, вернуться удалось не всем. В Казахстане семья Марем потеряла 3 братьев и сестру. Сегодня, сидя в окружении своих правнуков, бабушка отмечает, что немного завидует сегодняшней молодежи. Для них созданы все условия. Но дружбы и сплоченности в годы депортации было намного больше. Ей тогда знали цену. Сейчас все удобства есть чуть ли не в каждом доме, а нам приходилось таскать воду из окраины села, даже на восстановление дома после войны. Кроме того, тогда у нас были большие огороды. Ингуши, как и другие репрессированные народы, не исчезли и не сошли с исторической арены после 1944 года, хотя в ходе депортации погибло более трети ингушского населения. И все это благодаря прежде всего силе духа, сплоченности и жизнестойкости, унаследованной от предков. Светлана Томова, Асхаб Белокиев. Новости 24.